Мы находимся сегодня в гостях у Магомедова Махмада, имама села Кальнаул, Юртаух, ныне Казбековского района. По причине того, что Гаильбиев, бывший глава администрации этого села, выпустил провокационное видео с указанием некоего шариатского суда, который состоялся в Хасавюрте в сентябре 1991 года во время прохождения митинга за возрождение права репрессированного чеченского народа, селение Лейнал Акташаух. И вот вопрос такой возникает. Вот мы сейчас у него находимся, вот у него спрашивает: Мухаммад, это правда ли? И как это все происходило на самом деле? Бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллахи раббил аламин, вассаляту вассаляму аля расулиллах, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Я действительно посмотрел этот ролик Гарибиева. Во-первых, он утверждает, что там в Хасавюрте в 1991 году, в сентябре, состоялось заседание шариатского суда, в котором было принято такое решение. И по существу было противостояние двух национальных слоев, проживающих в этом селении, который имел далеко идущий отклик и в соседнем Хасавюртском районе, и за пределами дальше Дагестана. В этой ситуации была попытка таких людей доброй воли вовлечь в этот процесс духовных авторитетов обеих сторон, чтобы смягчить напряженность. И для этой цели в сентябре в мечети в центре Хасавюрта, имамом, который тогда был ныне покойный Мухаммад Саид Хаджи, собрались ученые, алимы окрестностных сел, как с чеченской стороны, так и с аварской стороны. Мне тоже удостоилось там присутствовать, я присутствовал. Но, надо сказать, Гаильби или запамятовал, видимо, это довольно-таки давно было, 35, почти 35 лет, или фантазирует. Это не было так на суд и не могло быть. И там присутствовал довольно авторитетные люди, однако тот авторитетный алим из Иордании, известный богослов, общественный деятель Иордании чеченского происхождения, Абдулбаки Джамо, ныне покойный, он там не присутствовал, его не было. Я его прекрасно знал, этого Абдулбаки. Были там авторитетные люди, в том числе был из Сирии общественный деятель. Он, естественно, вопрос поднялся о корнях этого конфликта, который восходит к тем временам сталинской репрессии, когда в 1944 году, 23 февраля, вместе со всем чеченским чингизским народом, жители Дагестана чеченской национальности и, в частности, Обуховского района, были высланы из этих мест. Поднимали вопрос, надо восходить к истокам. Но, однако, такого разговора там не случилось, потому что позиции разные были и у чеченской, и аварской стороны. И, в общем-то, никакое решение эта встреча не приняла. Вопрос поставился так. Нам, когда лоб о лоб стоят два мусульманских народа, то мы не можем дискутировать. Вопросы будем решать в спокойной обстановке. Вот такой обстановке, не приняв никакого решения, разошлись духовные лидеры в Хасавюрте. Кто был инициатором вот этого собрания алимов в Хасавюрте? Инициатором... И кто до сих пор, вот Гаильби заявляет, что там в живых остался только вот вы остались, и он остался в живых. Кто еще вот в данный момент живут на сегодняшний день люди, которые вот знают об этом, которых он не назвал еще, которые видели вот все это? Люди из аварской стороны, с алмазской стороны тоже были заинтересованы люди, чтобы как-то смягчать. Но инициатива эта исходила от нашего общественного совета. Они хотели, привлекая
духовных авторитетов, чтобы их требования, причины были известнее всем. Хорошо, вот смотрите. А вот теперь вот вопрос такой. Насколько мы знаем, что вот митинг Акташауха начался 5 сентября 1991 года. Это мы прекрасно все помним, знаем. И вот когда в конце этого бессрочного митинга, когда вот приехал Руслан Имранович Хасбулатов и делегация, когда приехала, вот там на встрече с лицами аварской и чеченской стороны были приняты какие-то соглашения. Вот протокол вот этого соглашения на сегодняшний день он есть такой, и как там все было озвучено? Приехал тогда исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Российской Федерации Руслан Имранович Хасбулатов. И итогом его встречи, что он собрал тогда представителей, лидеров, можно сказать, алмахской стороны и чеченской стороны. Встреча происходила в Дылыме, в администрации района. И вот после долгой дискуссии на этой встрече был принят документ такой, протокол согласительной встречи, договорились. Вот одним из пунктов, ну там разные пункты, там отмечено, что непременно Российская Федерация будет следить и контролировать выполнение закона о реабилитации, там будут приняты меры для неущемления прав проживающих там в ходе реализации. И одним интересным, замечательным пунктом этой встречи было, что гарантирует государственная власть, Верховный Совет, государственная власть и республиканские органы гарантируют такое совместное, мирное проживание всех слоев и аварского, и чеченского населения в восстановленном, обратите внимание, в восстановленном Ауховском районе, в переименованных, то есть получив свои исторические названия, селениях Акташ-Аух, Юрт-Аух, то есть в восстановленном Ауховском районе и в его населенных пунктах, в границах, вот она, 23 февраля 1944 года, то есть в границах, которые были во время депортации исходе. Вот этот документ содержит и другие тут статьи, сейчас, которые мы не будем перечислять, она есть, этот документ, каждый может знакомиться. Вот она подписана, этот документ подписан. А кем именно она подписана? Подписан представителями, то есть представителями алмахской, фамилия, как скажем, с алмахской стороны, вот Саипов, Кадиев, Байтимиров, Умарасхабов, Сатираев, точно так же с чеченской стороны Чергесбиев, Дадаев, Саипов, Абакаров, Сайдулаев. В общем, по 5 человек. С этой стороны и все самые авторитетные люди. Эти с алмахской стороны и с чеченской. Вот этот совместный закон, который предполагает совместное проживание и чеченцев, и алмакцев, обратите внимание, в восстановленном Ауховском районе в границах на 23 года. Теперь, несмотря на то, что существует такой документ, такое согласие, после этого начали, вот именно вот аварская сторона, которая даже подписала, она же спекуляции вокруг этого. Как будто восстановление или закон о реабилитации совсем не относится к Казбекову Сарыну, чеченцам Казбекову Сарыну. То, мол, это будет на базе Новолакского района. Мол, в законе нету этого. Это вообще абсурд. Как получается? Тут сами здесь подписали. Это раз... Это предполагалось
И в самом вот при обсуждении при обсуждении закона о реабилитации репрессионной вот, на третьем съезде народных депутатов, там этот вопрос возник. Как возник? Тогда вопрос стоял, что правительство, руководство Дагестана в целях реализации этого закона Российской Федерации принимает конкретные практические меры. Но там подчеркивалось, надо должен отдать тогдашнему председателю Госсовета Магомед Салам Ильясович, очень много там усилий привлек для принятия этого постановления. Но вопрос стоял так. Этот вопрос будет решен при достижении согласия всех заинтересованных в этом вопросе народов. И лакцев, аварцев, чеченцев, кумыков. Именно так, при достижении полного согласия. И здесь же на свет при переговорах и так далее, лакцы из Новолакского района, так, нынешнего Новолакского, они изъявили желание, что они оставят чеченские дома, этот район, в случае, если им выдадут новые места для построения нового района. Но этот район, эти места расположены на традиционной кумыкской земле. Кумыки, чтобы удовлетворить кумыков, с ними тоже велись переговоры, для них был восстановлен Кумтаркалинский район со всей инфраструктурой. Теперь вопрос возник вот из этих двух селений, там алмакская сторона не изъявила желания переехать, переселиться куда. В этом случае вот мы, наши представители, чеченские представители, они проявили жест доброй воли. Там они сказали, мы не против, чтобы эти алмакцы жили с нами. Мы уживаемся со всеми народами. Мы и в Киргизии жили со всеми, и здесь живем. Мы уважаем других людей. Мы готовы, мы согласны, чтобы они жили с нами в восстановленном Ауховском районе, в селениях Акташ-Аух и Юрт-Аух, при том, что первые лица будет района чеченской национальности, и они все будут гарантировать права, обязанности всех граждан. Нам не ново жить с другим, мы и так живем. Поэтому этот жест, учитывая вот этот жест доброй воли, именно было принято это решение на третьем съезде. Совместное предположение предполагалось именно в восстановленном Ауховском районе и в восстановленных, переименованных населенных пунктах Акташ-Аух и Юрт-Аух. Но потом, мы знаем, там в стране начались некоторые негативные явления, там противостояние парламента, президента, мы знаем эти негативные события. Потом, значит, начались боевые действия на территории Чечни, и к чеченцам уже отношение было такое, мягко сказать, не совсем лояльное. И на этой почве начали спекулировать вот этим вопросом совместного проживания. Они начали его интерпретировать, как будто это совместное проживание в нынешнем Казбековском районе, в нынешних селениях своих со старыми названиями Лен-Аули, Кальнал. Но это получается нонсенс. Какое восстановление, какое выполнение решений? Хотя эти селения по численности всего 2 селения, 3 селения было, да? Акташ-Аух, Юрт-Аух и Бурсун. Но эти 3 селения, однако, и по численности населения, и по площади, они составляли более трети населения и площади бывшего Аухского района. А как получается? Закон, значит, касается 1/2 третьей части, 1/3 не совсем, это же нонсенс. Поэтому вот эти спекуляции начались после этого. И представляется, как будто оно именно теперь представляет и Игорь Би представляет, и другие представляют, что это, мол, предполагает совместное проживание, то есть не меняя статус-кво. Это, конечно, нарушение закона. При реализации вот этого закона о репрессировании народов в Дагестане
все люди, все заинтересованные народы, это они, в общем-то, извлекли довольно-таки хорошую выгоду. В каком смысле? Лакцы получили прекрасные коттеджи на берегу Каспийского моря, нормальные, добротные, на каждую семью. Кумыки получили, возродили свой Кумык-Таркалинский район. И на случай вероятного отсоединения от Казбековского района двух крупных населенных пунктов, нынешних, скажем, Леннаул и Калинаул, на этот случай, благодаря усилиям правительства Республики Дагестан, Казбековский район получил довольно-таки серьезное приращение. Два населенных пункта Гумбетовского района, Артлух, Новый Артлух, Нартлух и Данух были присоединены к Казбековскому району, и поселок городского типа Дубки. Почти двойное наращение получилось. А чеченцы, ради которого вроде это делалось, ради которого все это делалось, они остались ни с чем. Ни с чем. Даже название аух ему запретно. Но ведь мы же знаем, не хлебом единым жим человек. Не хлебом человек дорожит своим происхождением, своей историей. Тот, кто забывает историю, он недостоин будущего. И если по исламскому тоже я начал, не может сосед быть нормальным мусульманином, если он не желает такого же хорошего, доброго для своего соседа. Ибо пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи». Не верует из вас никто до тех пор, пока не пожелает своему брату-мусульманину то, что желает для себя. Поэтому я не понимаю некоторых наших мусульман, которые, имея по несколько районов своих одноименных, они категорически, прямо во штыки воспринимают саму идею восстановления аухского района. Это не по-мусульмански, я это не понимаю. Я думаю, в конце концов, наверное, эти люди тоже поймут. Это для них же благо и для нас, для всех благо. Надеемся на это. Аминь. Это разрушенная мечеть в селении Леннаул на Акташовых. Они говорят, что это мечеть, что это не была мечеть в свое время, это был магазин хозяйственный и так далее. Хотя, там, вы сами понимаете, и в то время была, как я слышал, договоренность с муфтием Дагестана, пока все не будет ясно, пока все не согласуют, без согласования не трогать эту мечеть, но ее, несмотря на это, разрушили. А что вы можете на это сказать, когда Мечеть, историческая мечеть. Конечно, советская власть разрушила все мечети. Все мечети были превращены в клубы, склады, даже сараи были. И что-то удивительно. Конечно, магазин, в советское время мечети не работали. Они все были превращены в какие-то учреждения. Клубы, склады, мечети. И это, он исторический мечеть. Там и записи мечети написаны. Я читал эту запись. Эта мечеть построена в таком году, правда, стерто. Поэтому разрушение исторического, это акт вандализма. Все так оценивают. Хоть и старая мечеть, хоть новая, если нужно и реставрировать, то надо достичь согласия тех, которые, или наследников тех, которые строили эти мечети. Иначе нельзя поступать так, мусульманам вообще. Вопрос, смотрите, это Лайшби заявляет некоторое время, в некоторых местах он как-то заявил такое, почему это чеченцы, как он там выразился, чеченцы, когда возвращались домой с Казахстана, как он там, если дословно сказать, почему они не вернулись в свои села, почему они поселились в Хасавюртовском районе, Бабаюртовском районе, им власть там дала дома, все очень хорошее, они живут лучше всех там и так далее. Вы можете назвать причину, почему те, которые были высланы из бывшего Ауховского района, не вернулись домой? Почему они не вернулись? Это очень грустная история. Когда в преддверии, после 20-го съезда КПСС, который осудил культ личности, и потом
Вот это пронюхали дагестанское руководство. И смотри, как подло поступили тогдашние руководители. Я не понимаю такое отношение к соседскому народу. Они, пронюхав, что сейчас будет разрешено возвращаться чеченцам на свою историческую родину, они делегировали туда эмиссаров. Вот это вопиющий акт. Делегиру, которым говорили, что вас на родину не будут пускать, нужны как рабочая сила, давали справку, как рабочую силу их хотели. Ну, народ стремился, народ рвался на родину. Как только были снятия ограничений, да, как только были снятия ограничений, еще даже не был издан указ о восстановлении Чингушской ССР, люди уже начали покидать свои эти места. А к тому времени они хорошо устроились, чеченцы, после снятия ограничений, тогда нормально устроились. Они, тем не менее, оставляли эти свои дома, как только вот им чуть-чуть смягчение получилось за бесценок, а некоторые вообще оставили свои эти хорошие дома и ехали только ради Родины. Они не приехали ради других мест. Эти места намного красивее были, вот где мы последний раз жили. Они приехали ради своих родных очагов, ради кладбищ видеть их, видеть дома, прожить там, где прошло их детство, там, где были их родители, все. А это путь им был запрещен, закрыт. Было постановление принято Советом министров Дагестанской в 1960 году за номером 254 было принято постановление о введении паспортного режима на Валакском районе этих двух селах. Но паспортный режим это фактически означало запрещение им ехать. Запрещалось им туда, ну, несколько людей рвались туда каким-то такими-то путями, некоторые обходя через Андреаул, некоторые отсюда, там посты были положено. Я помню селение людей, которых вещи сюда вот привозили, а их отвозили опять на железнодорожный вокзал Хасурда. Хозяин снова привозил, тот раз. Вот такие действия были. Не разрешалось им заселиться ни на Валаксарман, эти. И куда они вынуждены были, люди? Они же должны были куда-то поехать. Теперь Гариби обвиняет нас, что мы, мол, нам дали добротные земли. Да не дали. И эти дома, эти места тоже были в основном, чеченцы раз им не пускают к родным очагам. Многих там арестовали, исключали из партии. Эти примеры же были. Они где-то надо было. И они устроились тех вот Хасаюртамском районе, и в Адил-Атаре, Байрам-Ауле, Кадыр-Атар, эти все селения, Симсир, Чонтаул, они же и раньше до выселки там чеченцы были. Им что, дома давали? Нет. Им, может быть, выделяли участок, они покупали. В Покровском покупали, в другом покупали за свои вот деньги, покупали дома. Таким образом. Ну, конечно, государство не могло им не оказать определенного помощи, которые страдали, они то страдали из-за действий государства. Но ставит вопрос так, что они получили добротные и согласились. Нет, никогда люди, нет в мире народ, который соглашается на потерю Родины. Никто еще в истории не менял свою Родину на другую. Это вынужденное было. А то, что вынужденное, шариат не принимает во внимание. Это будет сказываться на всем поколении. Я болел за это. Честно свой предвидели это. Многие люди предвидели. Потому что когда законно, справедливо не решает этот вопрос, она тянется на поколение. Мы из истории много видим примеров. Поэтому, чтобы этого не было с нашими потомками, чтобы наши потомки нас не проклинали, надо справедливо. Тут и шариат требует справедливо, и закон тем более требует. Этот закон, некоторые выступают против закона. Ну, Гайрбиш, он же утверждает, что это чисто, значит, идея Ельцина получить голоса репрессивного народа, 10 миллионов, да, сколько там? 10 миллионов. Ну, хорошо, любой закон принимать лоббирован, но если этот закон не отменен, он действует, он закон. Его должны исполнять в первую очередь государственные органы и все граждане. Считать себя законопослушным гражданином и пренебрегать закон, который якобы
не в его интересах. Это неискренность. Я думаю, этот вопрос в конце концов все равно решится, иншаллах, во благо всех этих наших народов, как того требует ислам и общие гуманные ценности. Чеченцы в таком случае жили на казахских и киргизских землях, начиная с 1944 года, ну, до 13 лет, скажем так. Он там обвиняет какого-то усатого мужика, якобы, ну, Сталина, потому что он приказал. Сколько у вас погибло? Это вопрос, глупый вопрос. Мы оказались, он сам тоже отвечает, да, это, мол, государство. Мы оказались там не по своей воле. Нас насильно выгнали, выдворили отсюда и посадили, всем это известно, товарные вагоны, всех вместе. Добралось туда где-то по официальной статистике третья часть наших людей вымерла. Пути вымерла и первый раз не обустраивалась, не акклиматизировалась, тоже умерла там. Совершенно не... И каждый раз мы стремились. Самое вот молвой очень было, нам, когда разрешат нам Кавказ вернуться? Вот это молва, вот старики наши рассказывали, все время они ждали новость, когда нас вернут на родину. Они мечтали о родине, они не по своей воле. И как только, даже, я же раньше отметил это, даже и разрешения не было еще указ о восстановлении Черегушской не вышел. Но уже чувствовалось, было смягчение. Почувствовали, люди разными толпами перебирались оттуда за 2000 километров из Хасавюрта на свою родину, сюда перебирались. Их там пути задерживали. Есть много, которые посадили и на каторгу отправили. Но тем не менее, тайными путями, всякими собирались. Вот в это селение тоже приехали в 1956 году несколько семей, когда еще не разрешало вот таким-то путями, да. И шариат требует, как только сила, которая заставляет тебя пользоваться чужим имуществом, как только эта сила исчезает, хозяин, то есть человек, пользующийся, которому попало в руки это имущество чужое, он должен немедленно найти хозяина, достичь его согласия, договориться с ним и вернуть ему это. Что вот Альберт все время намекает на закон, на какой-то, на закон о насильственно депортированных народах, точнее переселенных народах. Вот у меня вопрос, вот насколько я знаю, из 30 тысяч высланных чеченцев из Дагестана, погибло в высылке 20 тысяч человек. Осталось только 10 тысяч, которые вот из тех высланных, которые вернулись домой. Вот теперь вопрос возникает. Сколько человек погибло при переселении с Алмаха, вот эти оба села, ну, переселение с Алмаха, Аварцев, Алмахта, сколько их погибло, сколько их умерло при переселении? Мне кажется, даже это кощунственно сравнивать выселение, депортацию и переселение вот на эти места. Обратите внимание, нас-то выселяли насильно, так, лишая всех прав, политгражданских, как врагов, как не имея ничего, только забрав свой уклад, то, что могли руками убрать. Это и за 2500, за 2500 километров, да, выгнали в эти вагоны. Нельзя сравнивать их и переселение людей со всеми правами, со всеми, можно сказать, выгодами, да, но это и то, это не идет сравнение. Тут какой может быть закон о депортированных народах? Они получили все права, не были лишены никаких прав, для них не было спецкомендатуры, для них не было всех этих ограничений. Мы-то как жили там? Исселение, все, комендантский час. Твой родственник умер в соседнем селении, где-то расположен в 3 километрах. Попробуй кто на похорон пойти. 20 лет каторги попали люди за это. Такая жизнь. И жизнь, которую могли в любое время, куда угодно, это нельзя сравнивать. Даже это, я бы постеснялся дальше требовать. Вот это. Нельзя это так утверждать. Если мы сейчас в этой жизни можем кое-кого обхитрить, можем обмануть, но Аллаха-то не обманешь.
Он его тоже не обманешь. Он с каждого будет требовать, каждого, что ты предпринял, чтобы выполнить мой завет, чтобы отдалиться от запретного. Что ты сделал? Что мы должны отвечать? Надо об этом думать. Его не обманешь. Ну, вот есть такое, вот мне стало интересен один такой исторический аспект. Вот все равно мне покоя не дает. Посмотрите, вот ВСБ заявляет, что еще испокон веков на равнине проживали кумыки, аварцы, вместе мирно жили, испокон веков вместе жили. Вот насколько я знаю, по переписям населения, вот историческим документам, аварцев на равнине не было. И вот как это вот понимать, то, что вот это заявляет? Слушай, мне обидно, когда некоторые дагестанские историки, околонаучники, я их назову, и другие общественные, нас обвиняют, что мы якобы приехали сюда, заняли их места с горной, чуть ли не с горной Ингушетии. Да. Надо же заметить, мы же не должны забывать историю. Вот эта равнинная часть, Хасавюртовский округ будем называть, тогда туда входило и это Салатавия, и Аух, и нынешний Кизилюрт, и Бабай, все входил в Хасавюрт. Этот же округ никогда не уходил дагестанский. Это Дагестан не уходил он только в 21 году был передан Дагестанскую ССР. Мы не переехали откуда-то. Хасавюртский округ находился в Терской области, там, где Чечня, Ингушетия, все остальные. И мы находились в своей чеченской округе. Хасавюртский округ, Чеченской. Поэтому мы не приезжали откуда-то на чужую землю. Мы находились у себя. И последним, даже по статистическим данным, на 1929 год есть свежие, последние данные, да, по Хасавюртовскому району даже. И там численность чеченцев превышала даже численность кумыков на несколько тысяч. Там сначала чеченцы там 16 тысяч чем-то, да, я сейчас тоже не помню, там, потом кумыки, ну, почти равные, но других, то там совсем единицы были. Прежде чего кому-нибудь обвинить, поставь на его себе, на место себя. Вот себя поставь. Вот ты со своего родного села был выслан, твое селение было переименовано, ты имел право и носить. Пусть не посторонний кто-то был заселен, пусть даже твой родственник был заселен. Тебе это понравится? Конечно, не понравится. Вот поставьте себя на это место. Поэтому я думаю, тут и мечети возникнут вопросы, другие вопросы. Вопрос надо решить нам по справедливости корни, чтобы потомкам потом не было за нас стыдно, чтобы они жили со всеми народами в дружбе и братстве.